Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Фермеры Моздокского района могут рассчитывать на грантовую поддержку. Для этого необходимо создать крестьянско-фермерское хозяйство и открыть лицевой счет. Начинающим предпринимателям помогают специалисты Минсельхоза Северной Осетии. Подробности в материале Анастасии Соломатовой. В следственном изоляторе Владикавказа отремонтировали старый корпус. Теперь в камерах есть отопление, а также индивидуальный санузел. В обновленном корпусе будут содержать более 100 подозреваемых. Клуб веселых и находчивых в Северной Осетии вновь готов смешить. На днях прошел полуфинал Лиги КВН. 6 команд боролись за право выйти в финал и доказать, что они самые лучшие юмористы. Эти и другие темы далее подробно. Личное подсобное хозяйство сегодня имеет практически каждый житель в Моздокском районе. Содержать домашних животных довольно хлопотно и затратно. Однако именно сельское хозяйство приносит основной доход местным жителям. Для тех, у кого и вовсе нет работы, это единственная прибыль. Жители села Раздольного, например, в домашних условиях делают сыр. Многие успели наладить его реализацию на местном рынке. Чтобы изготовить этот молочный продукт в достаточном для продажи количестве, в день необходимо 120 литров молока. Семья Глуховых держит 15 коров. Еще совсем недавно они сдавали молоко колхозу «Украина». Взамен получали корма. Сейчас эта система не действует. Фермеры в растерянности и не знают, на что теперь будут кормить домашний скот. Корма очень дорогие. Очень дорогие. Зерно 7 рублей, тюк сена 60 рублей. Попробую его продержи. Специалисты Министерства сельского хозяйства Северной Осетии организовали обучающие семинары в Моздокском районе. Люди, которые намерены заниматься разведением скота, могут заручиться государственной поддержкой. Для этого разработана программа получения грантов. Это живые деньги, они получают грант на развитие, на создание крестьянско-фермерского хозяйства, который целенаправленно используется и, скажем так, осваивается на строительство, на приобретение оборудования, строительство животноводческих ферм, приобретение тепличного оборудования, сельскохозяйственной техники. Среди собравшихся были как начинающие фермеры, так и опытные хозяйственники. Людей интересует вопрос об упрощении системы кредитования в банках. Чтобы взять в банке кредит, нужно поручителя, который получал минимум 14 тысяч. Хотя в аргументах я прочитал, что до 2 миллионов можно без поручителей брать. Нам не надо 2 миллиона, нам хотя бы 200-300 тысяч давали. Но факт тому, что я зашел в сельхозбанк, мне сказали, у нас неплатежеспособные люди, поэтому мы не даем такие кредиты. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо создать крестьянско-фермерское хозяйство и открыть лицевой счет. На нем должно быть не менее 100 тысяч рублей. Эти условия несколько испугали начинающих фермеров. Однако бояться нечего, говорят специалисты Минсельхоза. Страховка гарантирует абсолютную безопасность. Бизнес в голове может быть самый, там, не знаю, гениальный и большой, но для начала хотя бы купить этот же скот, эту же птицу, поставить и попытаться с этого что-то сделать. Размер гранта для начинающих фермеров составляет около 1 миллиона рублей. Претендовать на государственную поддержку могут все желающие. Специалисты Минсельхоза обещали оказывать консультативную помощь на всех этапах подготовки. Подобные обучающие семинары для жителей Моздокского района будут проводить регулярно. Анастасия Соломатова, Елена Черенкова, Петр Гончаренко, Осетия ТВ. Второй корпус следственного изолятора во Владикавказе открылся после капитального ремонта. Здание не эксплуатировалось последние 10 лет. Всего отремонтировали 34 камерных помещений. Здесь во время следствия будут содержать более 100 подозреваемых. Это позволит разгрузить соседний корпус. Там сейчас находится более 300 человек. Теперь после ремонта в каждой камере есть санузел, видеонаблюдение, средства пожаротушения и вентиляция. Помимо этого установлены новые экономичные котлы для отопления. Всего на работы потратили около 53 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Сегодня, естественно, мы открываем не детский сад, бассейн, школу. Но для жителей республики, я думаю, что тоже важно, в каких условиях работают сотрудники отдельные и содержатся. Сегодня мы открываем второй корпус следственного изолятора. Работы шли более 2 лет. Потратили мы много сил, энергии. Я думаю, что сегодня вы, когда зайдете, посмотрите сами, убедитесь, что работа проведена очень большая, плодотворная. Ну и я думаю, что на сегодняшний день условия работы и содержания будут полностью отвечать и российским, и международным стандартам.
Со сцены летят остроумные шутки и вызывают шквал эмоций у зрителей. Команда «Рулонобоев» выступает не так давно, однако уже успела полюбиться публике. Именно этим ребятам предстояло зарядить всех хорошим настроением. Они открывали полуфинальную игру Северо-Осетинской лиги КВН. Ребята надеются только на победу, а для этого, по их словам, команде не хватало девушки. А теперь представим, если бы в игре GTA были только российские машины. В полуфинальной игре выступали 6 команд. Представив свою визитную карточку, они сразились в биатлоне-конкурсе. Команда, чьи шутки особо не впечатлили, покидала огневой рубеж с оценкой 0,4 балла. Лучшими в этом туре были Соло и команда из 2 человек «Кадр». Несмотря на то, что они в самой малочисленной команде, придумывать шутки для них вовсе не проблема. Просто собираемся и бред несем, и потом на основе этого бреда что-то получается. То есть изначально шутка, она, вынос мозга бывает. Просто это череда непонятных слов, непонятных действий. Просто в результате этого, как называют, там экспрессия. То есть прямо на репетиции мы как-то ведем себя, неадекватно, исходя из этого получается какой-то юмор, который может видеть человек. Для сегодняшних участников КВН – это и хобби, и спорт, и образ жизни. Многие из них грезили о сцене еще в школьные годы. У Хэта Габагаева эта мечта сбылась. У меня с детства любовь к сцене, и я появилась возможность поиграть в КВН. Не отказался, и вот со школьных времен до сих пор я играю. Многим кажется, что выйдя на сцену и пошутив, все, тебя все будут любить, тебя будут все знать, но чтобы выйти на эту сцену, мы делаем большой труд. Качество юмора, подготовленность участников, их манеру поведения на сцене судили по всей строгости. В составе жюри заслуженные работники культуры и бывшие КВНщики. В финал Республиканской лиги КВН вышли 4 команды – Соло, Моника Белуччи, Кадр и Рулонобоев. Кто же окажется самым веселым и находчивым, станет известно уже в декабре. Ангелина Васильева, Артем Балатаев, Ацама Шипшев, Осетия ТВ. Четкость действий и строжайшая дисциплина. На льду без нее никуда. Особенно, когда спортсменам по 10 лет. На ледовой арене Владикавказа скрестили клюшки 5 команд со всего юга России, чтобы побороться за звание лучшей детской хоккейной команды страны. Помимо хозяев льда Арианы Ц в борьбу вступили Краснодарская юность и ЦСП-6, Снежные барсы из Сочи, а также Северские волки. Команда готова на сегодняшний день. И посмотрим, насколько они смогут реализовать свои возможности, потенциал. И, как говорят, лед покажет. Так, у ребят настрой боевой, готовы биться, тем более турнир у нас проводится. Поэтому надеемся и будем болеть, что они покажут хорошую, красивую игру. Первый день турнира показал, что в детском хоккее мелочей не бывает. Первыми на льду встретились Ариана Ц и ЦСП-6. Гости рассчитывали развить успех, но владикавказцы в абсолютно равной игре с быстрыми комбинациями и силовым хоккеем вырвали победу. 4 безответных шайбы в первых 2 периодах и сразу 3 в заключительном. Но краснодарские юниоры отыгрываются. Уже в середине 3-го периода в ворота Арианы Ц отправлено 3 голевые шайбы. Итог 7-3. Результатом я доволен. По поводу игры, естественно, еще есть какие-то ошибки. Будем собираться, разбирать, чтобы совершенствовать дальнейшее мастерство нашей команды. Мы проведем завтра с утра разбор этой игры. Сделаем работу над ошибками, чтобы в следующей игре еще лучше, более сыграть. Хоккей – это как сложное искусство. Каждый шаг должен быть продуман и отточен до мелочей. Расслабляться нашим спортсменам пока рано. Впереди у ребят еще по 3 игры, а поэтому за главный приз осетинским хоккеистам еще придется побороться. Земфира Лулаева, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.
Российская сборная по дзюдо завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который завершился в Испании. В составе сборной выступила представительница клуба «Динамо» из Северной Осетии Алана Лазарова. Она же и принесла первую высшую награду. Для выхода в финал 22-летней спортсменке потребовалось повергнуть основных претенденток из числа хозяев татами. В весовой категории до 48 килограммов она уверенно обыграла Нереи Сант-Мартас, а в финале нашей дзюдоистке хватило 2 минут, чтобы положить на ковер испанку Лорену Кастел. Алана Лазарова – первая астинка, получившая золото в Малаге. Я 4 года не могла на международной арене показать результаты. Для меня это очень большой шаг, потому что я на протяжении 4 лет, можно сказать, готовилась именно морально даже больше к международным соревнованиям, потому что на российской арене у меня есть уже опыт. Я первая была несколько раз, и второй была. На Кубке Европы 3-й, 1 раз только была.